Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня хотелось бы перед сном вам прочитать сказку автора Хогарт Н. «Как Маффин клад искал». Был чудесный весенний день, и ослик Маффин весело бегал по саду, искал, чем бы заняться. Он уже перемерил все свои парадные сбруйки и попоны, съел завтрак, посмотрел, как на грядках растут морковки, и теперь мечтал о том, чтобы произошло какое-нибудь чудо. И чудо свершилось. Ветер неожиданно принес откуда-то скомканный листочек бумаги. Листочек ударил Маффина прямо в лоб и застрял между ушами. Маффин снял его, осторожно развернул и стал рассматривать. Сначала с одной стороны, потом с другой. Тут он вдруг обнаружил, что от волнения уже давно не дышит, и выпустил воздух с такой силой, будто он не ослик, а паровоз. Вот так шутка! Да ведь это же клад! Зарытый клад! А это план того места, где он запрятан. Маффин сел и снова уставился на бумажку. «Ага, догадался!» — воскликнул он. «Клад спрятан под большим дубом. Сейчас же побегу и вырою его!» Но в этот миг за спиной Маффина раздался тяжелый вздох. Ослик быстро обернулся и увидел пингвина Перегрина, который тоже пристально рассматривал план. «Ага, сокровища!» – прошептал Перегрин. «Долго тут гадать не приходится, сомнений нет, это карта Южного полюса. Сокровище зарыто там. Возьму-ка лыжи, топорик для льда и в путь». «Карта Южного полюса?» – повторил про себя Маффин. «Южного полюса? Вряд ли. Я все-таки думаю, что сокровище зарыто под дубом. Давай-ка я еще раз взгляну на план». Перегрин принялся рассматривать карту сквозь увеличительное стекло, а Маффин лег на живот и вытянул морду. Он думал, что лежа лучше рассматривать карту. «Дуб», – прошептал Маффин. «Южный полюс», – пробормотал Перегрин. Вдруг чья-то тень легла на карту. Это подошел негритенок Волли. «Да ведь это штат Луизиана в Америке!» — воскликнул он. «Я там родился! Мигом уложу вещи и отправлюсь за сокровищем. Интересно только, каким путем туда лучше добраться?» Все трое снова уставились на карту. «Луизиана!» — радовался Волли. «Южный полюс!» — бормотал Перегрин. «Топ!» — шептал Маффин. Вдруг все трое подскочили на месте, потому что сзади захрустели камушки. Это появился страус Освальд. Вытянув длинную шею, он посмотрел на карту и улыбнулся. «Конечно, это Африка», — сказал он. «Я когда-то жил там. Отправляюсь в путь сию же минуту. Только сначала надо хорошенько запомнить план». «Это Луизиана!» — воскликнул Волли. «Нет, Южный полюс», — возразил Перегрин. «Дуб, дуб!» — настаивал Маффин. «Африка!» — шептал Освальд. «Вот что!» — сказал он. «Я забираю план с собой». Он вытянул шею и схватил клювом бумажку. В ту же секунду Волли вцепился в нее своей коричневой ручкой, Перегрин наступил на уголок карты перепончатой лапой, а в другой ее угол вцепился зубами Маффин. И вдруг, откуда ни возьмись, хлопая ушами и виляя хвостом, примчался щенок Питер. «Спасибо, Маффин! Спасибо, Освальд! Спасибо, Волли и Перегрин!» — вскричал он, задыхаясь от быстрого бега. Все от удивления забыли про карту. «За что спасибо?» — спросил Маффин. «Да за то, что вы нашли мою бумажку!» — сказал Питер. «Она улетела у меня изо рта, и я уже решил, что она пропала». «Твоя бумажка?» — буркнул Перегрин. «Ну да, а мне бы очень не хотелось, чтобы она потерялась, ведь без нее мне не найти мое сокровище». «Какое сокровище?» — воскликнули разом Маффин, Освальд, Волли и Перегрин. «Разве вы не поняли, что здесь нарисовано? Вот дорожка нашего сада, вот кусты, а вот клумба. А это то место, где я зарыл самую мою любимую кость». И Питер побежал прочь, бережно держа в зубах клочок бумаги. «Кость!» — простонал Маффин. «Клумба!» — вздохнул Освальд. «Кусты!» — проворчал Перегрин. «А мы не сообразили!»
прошептал Волли. И все четверо, убитые горем, отправились домой. Но они быстро утешились, увидев, что их ждет чай со сладким печеньем. Желаю вам, ребята, добрых снов.